Я родился в Самарканде. Вот в 1992 году я приехал в Крым с семьей. В свое время я ДСА закончил в Самарканде, я отучился на телемастера. В свое время очень любил, радиолюбителем, одним словом, был. Вот. Потом приехал сюда, в Крым, тоже очень много телевизоров переделал. Кожевенное дело, скальняжество, вот это вот мне очень стало как по душе. Поверхностно знал это ремесло, пошил шапку из кролика, вытащил на рынок торговать. Ну, и, как сейчас помню, подходит ко мне дед, здоровый такой, Бабич Александр Михайлович. Вот. Посмотрел, поднял мою шапку, бросил вот так вот, говорит, это, говорит, не шапка, говорит. Приходи, говорит, я тебе покажу, чем я, говорит, занимаюсь. Вот я по сей день, наверное, благодарен этому человеку. Он мне научил шапки, я сделал очень много колоток разного фасона. Вот. Собрал станок для разбивки меха. Вот. Но кожей это уже я добивался сам. Вот. У нас в деревне очень много скотины держат. Вот. Хозяин, например, зарезал, звонит мне, Ренат, шкуры собрались. Вот. Приезжаешь, эти шкуры забираешь. Вот. И начинается вся выделка. Выделка тяжелая вещь, сразу говорю. Грязь, вонь, это я сразу говорю. Но после всей этой грязи и вони получается вот такая вот красота. Чтобы кожу выделать, ее, конечно, заранее замачивают в извести. Это первый процесс. Почему в извести, когда лежит шкура, это самый долгий процесс. Потом уже начинается сдирка шерсти. Теперь следующий процесс – это барабан. В барабан заливается сульфат аммония и полоскается эта кожа где-то сутки. После суток она стирается, мездрится, весь процесс. И после всего ставится в пикель. Пикель – это уксусная кислота с солью. Вращается в этом барабане больше суток желательно. 1,5 суток, а то и можно 2 суток. После 2 суток пребывания в барабане добавляется хром, дубитель. Вот. Для того, чтобы защитить кожу от внешних факторов, это, то есть сырость, дождь, снег. После этого она вращается еще сутки, и после суток она идет на пролежку. Как она начинает подсыхать, ее ставят на станок, на разбивку. Толщина кожи здесь больше 3 миллиметров. Она практически эластичная. Для изделия это самое, то, что надо. Форму держать будет и все. После всего вот это покрас уже. Есть 2 типа красителя: кислотный и прямой. Вот. Оба красителя подходят для кожи. Но я еще применяю природный краситель. То есть у нас в Крыму растет такое дерево, называется скумпия. Скумпия собирается осенью. Ну, шкуры в основном что у нас тут? Козьи шкуры, бараньи шкуры, телята, бычьи. Вот. Потому что изделия разные бывают. Например, чтобы сделать сумку, чтобы она форму держала, чтобы это, ну, конечно, применяют больше бычью кожу, телятину. Ну, телятина так
мягче намного. Вот. А козье, мне вот, например, сколько я выделываю кож, больше всего я предпочитаю козью кожу. Почему? Потому что она в то же время как бы и форму держит, и более устойчивая такая, крепкая в то же время. Вот баранью желательно на подклад, там, в обувь добавлять, да. А вот козьи, это вообще универсальная кожа. Из нее и сумки прекрасные получаются, и рюкзаки получаются прекрасные. Вот. И легче выделка. Из бычьих в основном мужские сумки. Почему? Потому что, чтобы вот планшетники, чтобы именно форму одержала. Ну и женские сумки тоже с бычьей кожи очень привлекают. Ну, женщина более как бы мягкая, они больше предпочитают. Чтобы сделать тиснение на изделии, это нужна бычья кожа не меньше 3,5 мм. Вот, чтобы именно остался отпечаток и произошел какой-то рисунок на изделии. Вот. Больше, конечно, применяется в этом случае бычья кожа. Это кожа быка. Это именно хребет быка. По качеству чепрак, он долговечный, можно сказать. Он очень долго носится. Первый я показываю жене своей, я у нее спрашиваю, как. Ну, когда новое изделие, она, классно, там, свои какие-то мнения там это говорит. Ну, потом уже, когда в контакты выставляю, там, мнение людей слушаю. Мне, честно говоря, мнение человека больше всего вот, радость приносит. Я люблю это дело. Мне оно нравится. Я вот в последнее время, так вот, с возрастом, вообще мне ничего больше не привлекает, вот только мое ремесло, мои изделия.